Когда ситуация станет неотложной, они узнают об этом первыми. Им первым станет известно, что кого-то не приняли, что уже вал обращений, и врач из поликлиники уже большая роскошь. Скорая помощь по старой памяти всегда готовится к худшему. Если посмотреть, скажем так, вот то, что в СМИ передают, ну, даже вчера я смотрела прям телевизор, новости, там какое-то, я не знаю, 20-50-кратное увеличение числа заболевших, да, по странам, там, в Америке, в Испании, в Германии, то как будто думаешь, что, наверное, все-таки это серьезное будет состояние. 819, 81-я бригада. Вам скорая не нужна, только полиция нужна. 95 обедета. Вот это место самое чувствительное во всей системе. Это станция скорой в Казани. Пока все дома, сотрудники в строю, а нагрузки штатные, вполне привычные для января. 1500 вызовов в день, но это число растет понемногу. Потому что вот все, что я сейчас вижу на вашем мониторе, абсолютно все практически, ну почти все, говорит именно о том, что это люди именно то ли с ОРВИ, то ли с ковидом, пока непонятно, но все, вот кашель опять, вот вы листаете, я вижу опять кашель, чихание и так далее. Все одно и то же, да. Большую часть температурических больных мы передаем для обслуживания в поликлинику. Мы дозваниваемся, у нас свои каналы есть все-таки. А населению сейчас такая ситуация, что населению с большим трудом дозваниваются до поликлиники. У нас вот даже при входе в крупном формате объявление, что все пациенты с признаками ОРВИ и с температурой должны обслуживаться на дому. Иначе здесь будет не только всплеск заболеваемости, вот в этих самых стенах всплеск заболеваемости среди пациентов, но и среди вашего персонала, что будет вообще губительно. Конечно, это губительно. Но потом ведь люди, если будут приходить в поликлинику, они и общественным транспортом будут пользоваться. И больной человек сколько в общественном транспорте заразит людей. Поэтому Казанским поликлиникам, как, впрочем, и любым другим, уже в ближайшие недели придется пережить нечто знакомое, но только в омикроновой степени. Никакие объявления на входе не остановят тех, кто не может дозвониться, получить лекарства, больничные и так далее, что бы ни делали в 7-й поликлинике, а законы природы не объедешь. Заразность у омикрона такая, что им ни за что не справиться в одиночку. Без студентов, без волонтеров, без этих ребят вам ни за что никогда. Если вот такие пик подъема, конечно, это очень сложно без них. Помогают, и машинами помогали. И были такие волонтеры, которые на своих машинах наших сотрудников по вызовам возили, когда машин. Вот сейчас мы получили 2 машины, сейчас получаем еще 2 машины, то есть полностью укомплектовано будет. А были времена, когда не хватало машин, и у нас вокруг поликлиники, которые вызова были, врачи, медсестры ходили пешком. Идет взаимодействие сейчас с вузами на предмет того, понимая, в какую мы можем войти историю, на предмет потенциального усиления ординаторами, студентами. Нам действительно критически важна помощь со всех сторон. И здесь мы рады, конечно, каждому бойцу. Конечно, появился новый штамм омикрон. И, скорее всего, будет много новых заболевших, и придется еще больше работать. Но эта работа необходима. Очень хотелось бы, чтобы люди понимали, что если ты болеешь или твои близкие болеют, лучше не выходить из дома. И тем самым ты просто помогаешь и себе, и всему городу, чтобы болезнь не распространялась дальше. Были бы рады, если бы ребята приходили к нам помогать, потому что все равно не хватает рук. И если кто-то может, приходите. Вы нам поможете. Это уже 5-я по счету волна впервые посмотрит пристально на каждого из нас. И впервые прозвучит вопрос: а что вы можете сделать физически? Не для себя, а для общества. Кто-то уже давно ответил на этот вопрос. В Казани уже давно работают аж 13 волонтерских штабов по всему городу. Вот эти ребята занимаются ценнейшим и незаметнейшим трудом. Они дарят нам время, освобождая от этой адовой работы по доставке, например, лекарств медиков. А медику будет чем заняться и кроме этого. Вот эта помощь будет наиболее полезна в самые сложные дни. И ясно совершенно, что она потребуется как никогда. Сейчас у нас работа ведется около 70 волонтеров по всем городе. Ну, надо будет, наверное, раз в 1000 больше. Конечно.
Потребность волонтера сохраняется. Мы очень ждем неравнодушных казанцев помочь нам, помочь всем нашим жителям. Для того, чтобы стать волонтером, можно позвонить на горячую линию комитета по делам молодежи по номеру 237 51 51, оставить заявку, свои данные, и наши координаторы штабов подберут удобные адреса. Всеобщая добровольная мобилизация прокатится по всем городам и весям. В Чистополе волонтеры из местного медицинского училища уже неплохо обучены на предыдущих волнах, и фронт работы знают. Доставка лекарств, работа с бумагами, данными, рутинное тестирование. Природа будто сжалилась над нами и над ними. Врачи успеют передохнуть перед боем, студенты как раз успеют сдать последний экзамен. Или предпоследний. То есть они понимают, что они планируют работу здравоохранения, и даже очень рады, что им доверяют вот такие ответственные. И то, что они могут чем-то помочь, это тоже очень важно. Вот они сейчас там экзамен сдают, вот здесь за углом, видели мы. Наверное, уже все понимают, что им еще больше экзамен скоро предстоит. Уже практически в ближайшие несколько недель. Ну да, конечно, мы все это понимаем. Будем готовить их и психологически, и с точки зрения медицинской науки. У вас в этом году нет слова «если», есть слово «когда», да? То есть да. Вы уже не говорите «если будет», «будет, не будет». Уже нет, ждем. Возможно, уже в ближайшие недели волонтеры понадобятся и здесь. В Чистопольском госпитале на сегодня исторический минимум. Всего 17 пациентов. Но мощности его в 10 раз больше. А количество госпитализаций, по прогнозам, никак не будет меньше, чем в предыдущие пики. Госпиталь, как видите, не закрыт. Это было бы совсем неразумно. Он обслуживает несколько районов и уже готов ко всему. Ждем новую волну, готовимся. Вот, полностью больница оборудована. То есть принять новых больных, если они будут, то все-таки у нас все есть, все готово. Я вот вижу здесь даже у вас, в коридоре прямо, да? Вот так готовится все. В течение 2-3 дней, в принципе, мы готовы развернуться в прежнем штатном режиме. То есть принять более 200, там около 300 что-то человек, да? Ну, если ситуация будет таковой, то да. В Казани на сегодня лишь 2 госпиталя работают на прием пациентов. Госпиталь РКБ номинально закрыт, но тут немногие на заслуженном отдыхе. 60-70 пациентов тут еще с прошлого года, 26 беременных с ковидом, 5 в реанимации. Для РКБ это тоже исторический минимум. Госпиталь тоже не закрыт, поскольку ситуация потребует молниеносных решений. Мы уже не можем никак отодвинуть эту волну, но по-прежнему можем хоть немного облегчить работу медикам. Ну, хотелось бы, да, чтобы люди осознанно относились к своему здоровью, в первую очередь, не занимались самолечением. При возникновении симптомов обращались сразу за медицинской помощью. И вопрос о вакцинации, конечно, он очень серьезный. То есть еще не поздно бежать хоть сейчас вот по вакцинации? Конечно, они работают. Треть пожилых людей в Татарстане до сих пор не привита. Лишь 150 тысяч жителей республики ревакцинированы. Судите сами, могут ли быть какие-то иллюзии у работников госпиталей, поликлиник или у врачей скорой? Нет, никаких иллюзий еще до старта всех этих событий. Времени все меньше, но оно еще есть. Вот сейчас вот такое окно вот нам послали, чтобы мы привились, еще подготовились. Мы готовы, но и население должно, и сам человек должен подготовиться. Не только ждать все от здравоохранения, и он должен тоже внести свою лепту, свое здоровье. У каждого человека должно быть очень четкое понимание, что я отвечаю за свое здоровье. Не кто-то за мое здоровье отвечает, а я сам. И я делаю это для себя. И вот исходя из этой парадигмы, очень многие вещи становятся на свои места. Знание – сила. Не лишним будет знать вот это. Это наиболее частые симптомы заражения именно омикроном у привитых и непривитых. Как видите, они различаются. Насморк – наиболее частый симптом у привитых. Головная боль у тех, кто не привит. Температура, заметьте, далеко не главный симптом, особенно у привитых.
Не стоит тянуть также с обращением к медикам, если есть боли в горле, мышечные боли, кашель, чихание. Нам надо научиться правильно оценивать и себя, и ситуацию. Мы снова в 5-й раз уже в самом глазу у надвигающейся бури. Этот глаз – наши возможности. Их немного, но они есть. Возможно, это будет последний экзамен, наша докторская диссертация. На этот раз общество будет сдавать ее как никогда общими усилиями. Михаил Любимов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней.